Так, нам кто-то присоединился. Добрый день. Я хотела спросить у вас по поводу штрафа и заезд-выезда. Мгм. Какой штраф? У Кто меня вам муж, выписал? вот, у меня муж делал регистрацию в марте, в начале марта, Мгм. и ее сделали фальшивой регистрацию, и он не знал. Где-то Мгм. в мае он попал в полицейский, они вот отштрафовали на 5000, он оплатил. А вот второй раз тоже в конце мая случилось такое же на 5000, и там уже статью 18.8. Часть пятая, наверняка, да? Да, а у Ну, нее его вот во дворе это, сказали, да? не знаю, вот 18.8 ее так штрафовали. Но там ничего нет, вот совсем другой реквизит и что еще, ну, совсем другой. Мы сравнивали с первым штрафом и вторым. Там вообще другие реквизиты и все такие. И он вчера еще попал в полицейский, и они сказали, что вот второй штраф, который там ничего не известно с реквизитом, это можно не платить, сказали они. И ее придется делать заезд-выезд за границу или можно и продлить уже регистрацию после второго, третьего Ну, штрафа? смотрите, я правильно понимаю, что у него суда не было никакого? Нет, суда не было. М, Ну, смотрите, как минимум уже два штрафа могут служить основанием для постановки на запрет на въезд. Ну, как минимум на 3 года. Если у него первоначальный был штраф просто 5000, и сейчас его задержали, я так предполагаю, что его могут просто в суд отправить эти материалы и через суд дать ему выдворение. Как я уже говорил выше, есть какой-то промежуток небольшой. В каждом регионе России по-своему ставится запрет. У кого-то там и чуть ли не на следующий день, у кого-то там до полугода тянется. Чтобы легализоваться, во-первых, мы всегда рекомендуем, мы исходим из того, что вы делаете регистрацию настоящую. То есть она есть в базе изначально. Не купленная ни у посредников, там, ни через знакомых, ни через земляков, а именно официальная. То есть идете в МФЦ, либо в МВД, либо через сайт госуслуги, уже сам собственник квартиры, там, где вы там проживаете, делает регистрацию. Потому что это служит потом последующим основанием для продления срока пребывания. Исключайте покупку регистрации у других. Да, сделать, вам уже я рекомендую сделать заезд-выезд, обновить миграционную карту и сделать себе настоящую регистрацию. А если он выйдет за границу, не делает ни в черном или ни выдворение не делают, да, или может быть такой Он случай? когда заехал? Где-то уже неделя прошло после вот второго штрафа. Нет, в Россию когда он заехал? Нет, вот скоро вот может, сегодня-завтра он делает заезд-выезд. Мы думаем, что это может Тогда, делать тогда, выдворение или может в черный список тогда, опять тогда все попасть. нормально будет. Пускай делают заезд-выезд. Так, все, спасибо, Хорошо, спасибо за обращение. Есть Так, следующий еще. мгм, Есть человек. подключи. Да, вот. Мгм. Так, может, это Так, WhatsApp вы можете найти у нас в шапке профиля. Добрый день. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Какой вопрос у вас? У меня вопрос этот по поводу образования моего дела. Хотел спросить вас. Мгм. Вы когда обжаловали? Я обжаловался просто с этим сотрудником, разговаривал где-то 2-3 дня назад. Мгм. У меня как раз такой случай в 2022 году.
был 7 февраля, я зашел в Москву первый раз. И, короче, там сразу это, статистика, все прошел, работал там, регистрация была на год сделана. Мгм. Потом это через 3 месяца работал в ЛБС, через договор ГПХ. Мгм. И 2 месяца работал где-то в районе июня и августа. И после этого работал без трудового договора, без ничего, неофициально работал. В октябре поймали первый раз. Мгм. И этот, или запрет. Мгм. Превышение срока пребывания. Я понял. Ну, если вы работали в этот период без трудового договора, тогда суд правомерно вам поставил запрет. Но это, до этого я работал в ЛБС через договор ГПХ, там, Ну, официально. до этого да. Но на момент суда, я так понимаю, у вас не было трудового договора. Да, в момент суда у меня не было трудового договора, но раньше я с этим трудовым договором работал, когда с Кубы приехал. Ну, Потом с работы я вышел. Этот трудовой договор этот, прикреплен был к трудовому и регистрации. смотрите, если у вас закончится трудовой договор, либо вы уволились, у вас есть 15 дней, чтобы найти себе новую работу, не выезжая за пределы России. Если вы остались здесь на больший срок, и то есть официально не трудоустроен, то, соответственно, у вас основания для выдворения имеются. Нет, после выхода из В любом случае, присылайте документы еще раз. Я уже сам изучу их, посмотрю и с вами свяжусь. Отдельно лично изучу вашу ситуацию. а этот, если взял все дело, Без проблем. Пускай кто угодно, ваш знакомый, либо родственник приезжает, либо вы самостоятельно, если здесь находитесь. И мы уже обсудим ваш вопрос. Угу, все, всего доброго. Так, следующий, да, у нас Да, получается? следующий. И снизу, да, по очереди. Мгм. Подключается? Да, сейчас. Так, по поводу вопроса сейчас посмотрю, какие были. И в Телеграме тоже, Так, кто вопрос. хочет. После въезда в Россию регистрацию на 3 месяца делать или сразу можно на год? Смотрите, делается первичная регистрация на 3 месяца, то есть на 90 суток. Потому что срок пребывания закона 90 суток. Последующее ее продление допускается, если у вас цель визита работа на основании трудового договора, либо договора ГПХ. То есть, если у вас трудовой договор на бессрочный, то есть не на установленный срок, то регистрация продлевается после первых 3 месяцев еще на 9, то есть всего до года. Сначала 3 месяца, потом 9. Порядок такой, по срокам, по крайней мере. И в Телеграме кто хочет подключиться, пусть поднимут руки. Да, Есть. сразу по поводу Телеграма. Кто хочет поднимайте руки, всем постараемся ответить. Так, и там еще по очереди нужно их принять. Так, там, видимо, не подключилось, да? Мгм. Так, следующий. Так, Так можно, да, по очереди еще раз Мгм. принять. Потому что они уже давно, наверное, ждут. Да, задавайте вопрос, конечно. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Какой вопрос у вас?
У меня вопрос такой, что как сделать регистрацию насчет этого? Так, ну, вы когда заехали в Россию? Нет, насчет не меня, а моя жена прилетела на Москву в 2022 году. Мгм. Потом она сделала регистрацию на год. Тогда она была беременна. Здесь она уже родила сын. Потом мы не могли сделать, что тогда появился этот Сахарова, Мгм. чтобы сделать. Потом не могли мы, она сидела дома уже, до сих пор сидит с ребенком. Потом она как потеряла миграционную карту, потом паспорт. У вас прям весь Потом, без проблем. Мгм. потом мы получили паспорт, ID-карт. Миграционной карты нету. Уже закончился регистрация тоже уже год назад. Ну, смотрите, я понял ваш вопрос. Если у нее уже просроченная регистрация, уже длительное время, то ваша попытка сделать это, находясь в России, то есть получить регистрацию, повлечет за собой привлечение к ответственности в районе 5000 рублей. То есть вам дадут штраф за просроченную регистрацию. Так как она уже здесь долгое время находится, вам нужно проверить ее на наличие запрета на въезд в Россию. Если запрета никакого нет, то она делает заезд-выезд. Да, мы насчет этого тоже проверили. Мгм. Как она была женщина, короче, она сказала, что одна миграционка на Москве можно здесь как быть, что 4 года, что сделать документ, она миграционка срок 4 года, да? Нет, Не так? нет, нет, конечно. Да, Поймите, нет. она сказала, что одну миграционную можно здесь быть, что 4 года. Сделать документы, не этот выезд, заезд не надо сделать. Что она Нет, так сказала? нет, это неверно. Неверно. Но она проверила все, что запрет. Она сказала, что по базе запрет нет, все нормально. Смотрите, по поводу проверки запрета. Важную информацию я всем скажу. Очень часто к нам приходят, показывают фотографии с мониторов, что у них там кто-то поставил запрет. Мы эту информацию априори вообще не принимаем во внимание. Мы доверяем только лишь официальной информации, которую мы сами запрашиваем через официальные источники, тоже через тот же МВД либо ФСБ. И там уже нам отвечают сами госорганы. Есть у человека запрет, либо нет запрета. Потому что сколько раз было, когда мы перепроверяли информацию, которую нам давали клиенты, то есть фотографии с мониторов, не знаю, у кого они там это берут, очень часто, что она недостоверная информация. Поэтому проверять нужно только лишь официальным запросом. Насчет тогда с этим проблемой, что можно сделать, чтобы Позвоните на номер телефона, который указан в шапке профиля, на WhatsApp. Наши работники с вами свяжутся, проконсультируют и подскажут, как это можно сделать. Хорошо, спасибо. Все, всего доброго. Также Кыргызчада суроо берсеңиздер болот. На кыргызском тоже могут задавать, Да, вот, чтобы они Так, там было много вопросов, мучились. если не ошибаюсь. Сначала вот примем Сейчас запросы. Так, у меня был суд по 3.1.88 феврале, я ушла в Кыргызстан и вернулась через месяц. 2 месяца была в Москве и снова ушла на родину. Сейчас поеду в Москву, меня пустят. Смотрите, если в феврале был суд, то здесь уже, возможно, вас могли уже включить в контрольный список. Для проверки, опять же, наличия запрета рекомендую всегда делать официальный запрос. Не доверять той информации, которую вам где-то через знакомых, через посредников якобы показывают, выдают за достоверную и присылают вам фотографии с мониторов. Что там якобы какая-то там табличка, список, кто-то поставил запрет. Это практически никогда не бывает верной. Чтобы знать, есть у вас запрет, вам нужно делать официальный запрос. Так, в июне собираюсь в Кыргызстан на 20 дней. Куплю билет сразу туда и обратно. Но слышала, что в аэропортах не пускают.
Я сказал, что нужно находиться 90 дней на родине. Не знаю, что делать. Смотрите, если вы находились на территории России законно, то есть если у вас цель визита была работа, вы находились, у вас была регистрация, Сахарова, медицина, трудовой договор, тогда нет необходимости находиться какое-то время на территории Кыргызстана. Действует закон так: 90 дней находится человек, допустим, в России без оформления трудового договора, 180 дней он должен находиться на родине. Если у вас проблем нет никаких, то, соответственно, не нужно находиться на родине так долго. И по запросам. Так, здесь, да? Мгм. Мгм. Да, вот снизу. Так, пока подключается, посмотрю вопросы. Что делать, если в регистрации забыли отчество написать? Куда надо обратиться? Ну, это не критично, потому что паспортные данные в регистрации указаны. Ну, в случае проверки. Так что ничего страшного. Уже при новой регистрации можете об этом сделать акцент, и вам добавят. Не нужно новую делать. И в следующих, да, принять это. Вот, чуть долго ждали. Это я уже пробовал, не подключается. Так, вот Василий уже постоянно писал. Здравствуйте. Алло, здравствуйте. Слушаю вас. Можно по-крымски говорить? да? Конечно, можно. Кыргызча сөйлей берсеңиз болот. Анда менен депортация болгон да. Сотуңуз болду беле Россия жергесинде же кандайдыр бир орган запрет койду беле? Сот болгон, Сахаровада жатканмын, ооба болгон. Канчанчы жылы болду эле? 2021 болгон. Кайсыл айда? Июль айында. Июль. Мгм. У него был суд в июле 2021 года. Через спецприемник Сахарова его выдворили. Где это был суд? Москвада болду эле? Кайсыл району сотто? Ну, эмеде азыр. Москва шаардын ичинде болгон, сотуңуз? В городе. В В Москве, Москве, да? да. Смотрите, сделаем с вами так. Пришлите, если у вас есть решение суда, на наш WhatsApp по всем вопросам, по тем, которым я выхожу в прямой эфир, я сам буду лично проверять материалы, все, кто обратился, и уже свое заключение буду давать. Полагаю, что если у вас был в июле 2021 суд, в этот период действовал указ президента, который запрещал давать выдворение. Пришлите решение суда, если у вас его нет, вы можете направить свои паспортные данные, мы его найдем, это решение, и думаю, что если там будет указано то, что я предполагаю, мы вам сможем помочь. Биздин WhatsApp'ка соттун чечимин жиберсеңиз, эгерде жок болсо, анда өзүңүздүн данныйларыңызды жиберсеңиз, биздин адистер соттун базасынан карап, сайтынан карап, сиздин сотуңуздун чечимин таап, анан сизге айтат, кандай процесстер өтөт, кандай кылып чечсе болот экен. Алло, здравствуйте. Мгм. Слушаю вас. Какие у вас- У меня, смотрите, такой случай был. 2024 года зимой повезли в отделение по району Конику и выписали штраф в размере 5000 и сказали вернуться через неделю и оплатить штраф. Мгм. Но я не оплатил, и у меня мать умерла в один день, и мне пришлось срочно уехать в Кыргызстан. Мгм. Ну, вот сейчас хотелось купить обратный билет, и когда покупаю продавцов, говорят, вас могут на 5 лет сразу депортировать и пересечение границы. Ну вот смотрите, чтобы лишние деньги вам не тратить на покупку билетов, чтобы не было потом возвратов, чтобы вас могли пропустить на территорию России, вам нужно сделать, проверить, есть ли вы в запрете. Опять же, третий раз за это сегодняшний прямой эфир говорю,
позвоните на наш номер телефона, который указан в шапке профиля на WhatsApp. Наши специалисты вам подскажут, как можно сделать официальный запрос, чтобы у вас была уже достоверная информация о том, есть у вас запрет на въезд в Россию, либо его нет. А есть такой вариант, то, что оплатить этот штраф в размере 5000? Ну, конечно, вы можете, если вы знаете отдел полиции, где был выписан штраф, там на сайте этого отдела полиции есть реквизиты для оплаты штрафа. Заходите на этот сайт, допустим, ОМВД Конькова, я так понимаю, это было. Там у них есть отдельный раздел для уплаты штрафа. Там реквизиты указаны. Все, спасибо большое. Все, всего доброго. Спасибо. Так, сейчас пробегусь пока по комментариям, которые были. Тут вопросы тоже задавали. Так, добрый день, пропустили ID-карты в регистрации. Как лучше поступить? Опять идти собственником, делать заново? Подскажите, пожалуйста. Я думаю, что лучше сходить с собственником, чтобы вам изменили. Чтобы, вот предыдущий был вопрос, что неправильно отчество не указали, вернее, вообще не указали. Здесь не критично. Номера персональных данных, они более важны, поэтому рекомендую сходить обратно. Так, теперь этот указ не сильно, это, видимо, по поводу указа по коронавирусу, да. Коронавирус был, закончились действия в сентябре 2022 года. И этот в Телеграме тоже запрашивают, руки поднимают. Так, Мгм. так, да, у нас? Мгм. Мгм. Так, Телеграм у нас. Алло. Ну, там мы ее подключили, да? Так. Алло. Нет, вот снизу, который человек. Каялбек. Каялбек написан, да. Так, что Telegram у нас? Алло, Телеграм мне слышно? Так, пока тишина. Ну, давайте пока на Инстаграм переключимся. Там были вопросы. И запросы еще. Так, у меня такая ситуация. В 2023 году в июле выдворение было, но я официально работал. Потом я выезд-заезд сделал, потом регистрацию делал новую. Можно ли снять выдворение? Если на момент въезда вы работали официально, то есть у вас был трудовой договор, зарплату вы получали на карту свою, то есть основания для отмены этого выдворения. Здесь есть несколько условий. Вы должны были трудоустроиться в течение 3 месяцев с момента въезда. То есть у вас 90 дней дается, вы должны в этот были период устроиться на работу. Тогда есть основания для снятия запрета. Присылайте, опять же, нам решение суда на WhatsApp. Наш специалист их изучит и подскажет, можно ли вам помочь, либо нет. И запросы еще. О, Телеграм. Алло. Да, здравствуйте. Можете как по-русскому, так и по-кыргызскому, как вам удобно. Мгм. Мгм. Сиздеби ошондо кимди под домашний арест алды? Ошондо сизди отделениеге алып кетти сотрудники полиции, э? Москвадасызбы? Соттон, получается, сизди выдворенияга өткөрүп берди протокол түзүп, э? Или уголовное дело боюнчабы? Түшүнүктүү. Түшүнүктүү, аха. Получается, сотту 2 жолу отложили, на время?
Ага. Мгм. Его 2 недели назад задержали, отвезли в отделение, и уже второй раз отложили суд по части 3.1 статьи 18.8 Мгм. и отпустили его под домашний арест до суда. Ну, это вряд ли Ну, это, видимо, не домашний арест, это просто вам сказали быть на связи, я так понимаю. Мгм. Мгм. Смотрите, ну, как же вам сказать, если не зовут, ну, и не идите. Тут в этом случае как бы инициатива наказуема, понимаете? Лишний раз там будете появляться. м, Сотрудники полиции разные бывают. Я не говорю, что все плохие либо хорошие, все разные. А, Если у вас с документами все в порядке, то есть и регистрация была нормальная, и трудовой договор, и сахар, то, соответственно, к вам вопросов быть не могут. Я предполагаю, если у вас было бы что-то не в порядке, я более чем уверен, что в суд бы вас бы уже давно отвезли. Эми сизге бул айтып атат да кайсыл документтериңиз? Они забрали паспорт и иммиграционную карту, то есть не выдали потом. А регистрацию настоящую делали? А где делали регистрацию? Азыр ошоно Москвадасызбы? Он в Питере находится. М. А, Через собственника делали в МФЦ? Тогда, скорее всего, в отношении вас могут возбудить уголовное дело. Если у вас забрали паспорт и дали, видимо, копию с печатью, да? Ну, это, скорее всего, проводится сейчас криминалистическая экспертиза для установления подлинности либо подделки вашей регистрации. Именно поэтому сейчас, пока как закончится экспертиза, уже орган дознания будет принимать одно из двух решений: либо отказе в возбуждении уголовного дела, либо о возбуждении уголовного дела. Именно поэтому вас по 18.8 и в суд не отвезли, потому что, скорее всего, они планируют возбуждать уголовное дело за использование заведомо подложного документа. В таких случаях что надо делать? Ну, по-хорошему, вам, конечно, нужен адвокат, который будет представлять ваши интересы как в отделе полиции, так и в суде, чтобы минимизировать потери, потому что санкции, в том числе там, по части 3 статьи 327, предусматривают лишение свободы сроком до 1 года. И это уже работа адвоката, чтобы из этой ситуации вы вышли как можно с меньшими потерями. Хорошо, спасибо. Все, всего доброго. Так, вот вопрос. После выдворения пересечь границу можно, либо нет, либо сделать заезд выезд. Можно ли сделать заезд-выезд? Смотрите, я рекомендую в данном случае делать заезд-выезд только тогда, когда вы хотите легализоваться, если у вас какие-то были нарушения, ну, в документах. А, Если вы в данном случае будете делать заезд-выезд и не обжалуете, тогда есть основания, то, что это решение уже будет в базе. То есть делайте обжалование решения, делайте заезд-выезд для легализации. И запрос еще нужно принять. Может, и для YouTube объяснить то, что последствия фальшивой регистрации. Да, вот опять же, я сегодня уже затронул этот вопрос по поводу регистрации И для YouTube и тоже. для YouTube. Делайте всегда официальную регистрацию. Да, я понимаю, что это сложно, это сложнее, чем позвонить посредникам, купить ее там за 500, за 10 тысяч рублей. Но поверьте, последствия, с которыми вы можете потом столкнуться, находясь и пользуясь поддельной регистрацией, они несопоставимы с теми трудностями, которые нужно преодолеть в самом начале для ее регистрации.
Во-первых, это будет как минимум штраф, как максимум это уже там есть лишение свободы. Ни в коем случае не занимайтесь помощью, там, посредническими услугами в получении этих регистраций, потому что это уже будет совершенно другая статья. Там уже санкции до 7, до 12 лет, все в зависимости от статьи. Только лишь официальная регистрация. Она вас убережет от всех проблем. Вот именно связанные с проверкой документов, наличием на миграционном учете. Я про это говорю. Исключайте из обихода возможности пользоваться поддельной регистрацией. Это ни к чему хорошему не приведет. У нас огромное количество и людей обращаются, и дел, и уголовных, по которым мы участвуем, в том числе минимизируем потери. Потому что только официальная регистрация и точка. Так, обжаловав решение суда, в апелляции пересечь границу можно. Только если вы, опять же, здесь маленькое уточнение, есть 10 дней для обжалования решения суда. В эти 10 дней вы обжалуете, делаете заезд-выезд. Опять же, для легализации. Если вы работали официально с документами, были все в порядке, но в то же время вам суд все равно дал запрет, тогда делать заезд-выезд не нужно. Все, опять же, все индивидуально. У каждого свои вопросы, у каждого свои обстоятельства. Кстати, можно еще объяснить нашим зрителям то, что после выдворения, после суда, если его даже выдворили через спецприемник Сахарова, то некоторые могут въехать и после истечения 3 месяцев, то есть через месяц, через 3 месяца. То есть как работает система в этом случае? Да, вот расскажу, кстати, так сейчас отвечу. Если подали на апелляцию, то, конечно, можете делать заезд-выезд. Буквально сегодня вот ко мне приходила женщина с сестрой. Муж в ноябре 2022 года был выдворен через Сахарова, то есть принудительно. Он через 2 месяца, или даже не через 2, получается, через 5 месяцев он обратно заехал в Россию, и только вот недавно ему дали еще раз выдворение через Сахарова. Есть небольшой промежуток времени с момента вашего выдворения, допустим, даже принудительного, когда вы сможете заехать обратно в Россию. Но вы должны понимать, что вам необходимо решать вопрос именно с первым выдворением. То есть весь камень преткновения – это решение суда. Там, если его отменить, соответственно, никаких проблем не будет. Там же нужно основания. Работали официально – обращайтесь, поможем. В период указа обращайтесь, поможем. Так что есть небольшой промежуток времени. А здесь, получается, суд выносит решение Объясню. о выдворении. Да. Прям на словах, на бумаге. Собрал материал отдел полиции. То есть вы находитесь в полиции. Отправили... Это вот когда забирают задержали? иностранного гражданина в отделение. В отделение, да. Мгм. Везут в отделение. Там собирают материал для суда. Везут в суд. Суд рассматривает. Допустим, дали выдворение. Мгм. В течение 10 суток, в случае, если не обжалуется, вступает в силу. И это решение обратно отправляется в МВД. Мгм. И МВД на основании уже вступившего решения суда вносит в базу. Мгм. Так это должно работать на бумаге. Мгм. Но в Москве из-за огромного количества населения, малого количества сотрудников полиции, Мгм. очень часто бывают задержки. Мгм. Вот именно из-за большого количества объема работы и маленького количества сотрудников вовремя все не делается. И это, именно из-за этого люди думают, что я сделал заезд-выезд, я как бы исполнил выдворение. На самом деле здесь совершенно не так. По суду минимум на 5 лет ставится. А после того, как МВД принимает решение о запрете, Принимает ставит решение. запрет на въезд на территорию Российской Федерации, после этого и уведомляет погранслужбу ФСБ. Все получается. верно. Мгм. Все верно. Поэтому это довольно-таки длительная процедура. Нет, не Мгм. значит, что суд сразу ФСБ уведомляет. Далеко не так. Сейчас объясню на кыргызском. Мгм. Көптөгөн мекендештер суроо берет. Выдворение болгондон кийин, Кыргызстанга кетиргенден кийин, Кыргызстандан 2-3 айдан кийин, кээ бирки учурда 3 айдан көп убакытта дагы кайра Россияга кир дейм деп, ошондо выдворение жок болуп калдыбы деп келген суроолор абдан көп. Биринчи сиздерге бул негизи процесс кандай иштейт экенин айтып кетсек,
биринчи, сот эч кандай сизге запрет койбойт. Сот сизге бир гана выдворение жөнүндө чечим чыгарат. Соттун чечими 5 жылга, мисалы үчүн статья 18.8 менен 5 жылга выдворение деп чечим чыгарат. Ошол чечимдин негизинде 10 күндө ал күчүнө кирет. 10 күндөн кийин ал МВДга берилет ал информация, ал сиздин данныйларыңыз. МВД болсо ошол МВД сизге 5 жылга запретти коет. Сот чечим чыгарат, ал эми МВД сизге 5 жылга запрет коет. Ал МВД запрет койгондон кийин анан ал информация погранслужба ФСБга берилет. И погранслужба ФСБ сизди границадан киргизбей коет. Ошол учурда, мисалы үчүн, сиздин выдворение болгондон кийин МВД 10 күндөн кийин эмес, эгерде 1 айдын, 2 айдын, 3 айдын ичинде сизге запрет койсо, ошол чечимдин негизинде, соттун чечиминин негизинде, сиз ага чейин МВДда запретиңиз жок болгон үчүн регистрацияларды жасаткан болсоңуз, ал МВДнын базасына киргенден кийин, МВД сизге 5 жылга запрет чыгаргандан кийин, сиздин базадагы регистрацияңыз, трудовой договор баары чыгып кетет базадан. Жана ошондой эле границадан кире албайсыз ошол учурдан кийин. Ошондо биринчи сот чечим чыгарат, экинчи МВД ошол чечимдин негизинде сизге 5 жылга запрет коет, 5 жылдан 10 жылга. Андан кийин погранслужба ФСБ базасы обновление болуп, погранслужба ФСБнын базасына сиздин данныйларыңыз запрет жөнүндө түшкөндө, ошол запрет коюлган убакка чейин базасында сиздин данныйларыңыз туруп, сизди границага киргизбей коет. Ошондуктан выдворение болгондон кийин ал нерсени сотко кайрылып, обжалование кылып чечиш керек болот. Так, вот еще на пару вопросов отвечу, таких актуальных. У меня было выдворение в 2021 году, срок уже закончился. Я могу выехать за границу и вернуться обратно. Здесь небольшой нюанс есть. Допустим, у вас срок заканчивается 1 июня 2024 года. Ну вот, закончился. Это не значит, что 2 июня вы уже можете заехать. В данном случае обращайтесь в МВД, либо в погранслужбу ФСБ с заявлением. Либо это письменно, либо по электронной почте. Прошу вас исключить меня из контрольного списка с истечением срока. И только тогда вас будут исключать. Автоматически запрет не снимается. Дагы бир айта кетчү нерсе, сиздер выдворение болуп, выдворениени обжалование кылып соттон утуп чыккандан кийин, ошол соттун чечимин МВДга официалдуу түрдө кайрылып, МВДдан дагы запретти чечишиңиз керек. Анткени соттун чечимин жокко чыгаргандан кийин МВДда запретиңиз тура берет. Ошол запретти МВДдан чыгаргандан кийин анан сиздин базаларда бүт данныйларыңыз таза болот. И нужно принять запрос. Сейчас, последний. Можно ли снять запрет по часть 3.1 статьи 18.8, находясь в Кыргызстане? После получения решения суда я работал официально. Если вы на момент суда работали неофициально, и у вас, допустим, нет близких родственников, граждан России, то, к сожалению, шансы близки к нулю. Так. Можно к следующему переключаться. Может, сверху, чтобы они же свежие. Алло, здравствуйте, это Телеграм у нас подключился. Какой вопрос у вас? Можно, конечно. Саламатсызбы? Медицинское свидетельствование отказ кылдыңызбы? Или кайсыл?
Получается, первый раз, он отказался от медицинского свидетельствования. Ему сотрудники вот ГИБДД, сотрудники полиции Мгм. сказали, то, что ты мусульманин, ты, конечно, не пьешь и не куришь, вот подпишись, ну, подтверждай это, мы заполняем план, ну, помоги нам заполнить план. И он подписал. И у него 17-го будет суд. Ну, вас обманули сотрудники полиции. В прошлых роликах, в том числе в Инстаграме, в Ютубе, мы публиковали, в том числе мои рекомендации. Никогда не отказывайтесь от прохождения освидетельствования и читайте, что там написано, что вы подписываете. Если вы не понимаете, требуйте переводчика. Поверьте, сотрудникам полиции, ГИБДД проще вас отпустить, чем искать переводчика, иные действия предпринимать. Главное, читайте, если не понимаете, переводчик, и не отказывайтесь. Если вы отказываетесь, это знак равно, что вы пьяные, либо в опьянении каком-либо. Поэтому ни в коем случае. Здесь, к сожалению, по таким категориям дел, в том числе по 12 главе, это как и у вас, очень редко суды идут навстречу. Потому что формально будет заполнено все верно, оснований для оговоров сотрудников полиции у вас нет, так как вы ранее не знакомы, поэтому очень сложно с такими ситуациями бороться. Только если у вас есть какая-то видеозапись этого разговора, тогда или аудиозапись, тогда можно действия предпринимать. Сиз ошол жерде жаныңызда кандайдыр бир күбөлөр бар беле, башка кишилер же видеого, же аудиого жаздырып алган эмес белеңиз алардын сүйлөгөнүн? Жоқ, ошо жаздырбайт. Ооба, бул жерде свидетельдер же Аха. Керек десем, ошол жерде туруштар. Анткени ал жерде бир гана ал жерде эмес, любой жерде переводчик болгондо бул лицензиясы бар переводчик болуш керек да, ошон үчүн. Сиз качан кол койдуңуз ага? 1 майда. Бул жерде эгерде сизде свидетельдер жок болсо же видеого тартылып алынган эмес болсо, анда адвокат эч кандай жардам бере албайт да. Сиздин учурдачы. Ошондой. Возможно, жок эмем да. Жок, сиздин учурда бул жерде эч ким жардам бере албайт да. Эгерде видеого тартылган болсоңуз же жаныңызда башка күбөлөр болгондо, анда жардам берсе болот болчу. И также для зрителей с Ютуба, для зрителей Ютуба. Эч качан сизди эгерде сиз таксиде айдасаңыз же болбосо машина айдап жүргөн болсоңуз, сизди жолдон сотрудники ГИБДД, сотрудники полиции токтоткондо эч качан отказ от медицинского свидетельствования деп эчтеке документтерге кол койбоңуз. Анткени сизде ошондой эле бизге кайрылган байкедей болуп, мисалы үчүн алдап план толтурабыз же ушул жерге кол коюп койсоң сени кетире берем деп сиздерге кол койдуруп алат да, медицинское свидетельствованиечи отказ деп. Эч качан эчтеке документке кол койбоңуз. Эгерде түшүнбөсөңүз, анда переводчик өзүңүзгө алдырсаңыз болот. Сотрудники полиция айтып, мен эчтеке түшүнбөйм, мага переводчик керек деп. Же болбосо, ооба мен медицинское свидетельствование өтөм деп, алар менен чогуу барсаңыз болот. Бирок эч кандай документтерге кол койбоңуз. Анткени бул отказ от медицинского свидетельствования деп кол кое турган болсоңуз, сизде автоматически сот аркылуу лишение прав болот да. Вот. Так, по поводу, пару вопросов отвечу. По поводу тех, кого отправили назад в аэропорту за видео религиозного характера. Я на днях, наверное, запишем видео по поводу запрета на въезд и отказ во въезде. Немножко вкратце сейчас объясню, что такое отказ во въезде. Это когда пограничники на месте отказывают во въезде именно в текущий момент. То есть вы прилетели, что-то сотрудникам погранслужбы не понравилось, они имеют право вас не пустить в Россию вот в текущий момент. Более подробно, как, из-за чего это происходит, как это обжаловать, мы запишем в течение пару дней и выложим у нас на канале, как на Ютубе, так и в Инстаграме. Поэтому смотрите, там я все объясню. Дальше. На какое время дают
отказ во въезде. По поводу отказа здесь нет четких сроков. Не исключено, что вы хоть завтра можете поехать, грубо там, либо на самолете там, в Шереметьево не пустили, в Домодедово полетаете, вас там могут пустить. Здесь нет четких критериев и даже какой-то общей базы нет. Поэтому это уже на личное мнение сотрудника погранслужбы. В тот период, когда, видимо, о ком вы говорите, тогда, да, все известные события в Крокусе были, и, да, там гребли всех без разбора. Поэтому именно из-за этих событий просто очень многим отказывали во въезде. У многих же были в том числе и запреты на въезд, но большинство, как в последующем мы узнали, это просто отказ во въезде. Также может напомнить, чтобы они все так удостоверились, что с документами все в порядке, так как если будут рейды, мы заранее, ну как мы Да, сообщим по об этом поводу всем. рейдов, да, мы успели более-менее вовремя всех оповестить. По имеющейся информации в ближайшее время, то есть до конца июня, будет уже прям общий российский рейд. Мы заранее вам скажем, когда, во сколько, по какой период он будет длиться. Напоминаю, какие необходимые документы носить с собой. Это миграционный паспорт, миграционная карта, ID-карта, зеленая карта, желательно бланки по медицине. Были вопросы, в том числе и в комментариях по прошлому видео, зачем носить с собой трудовой договор. Объясняю. Трудовой договор нужен не для вас, а для сотрудников полиции, либо для суда, чтобы вы могли показать не только на словах сказать, что я работаю официально, то, что вы могли показать то, что я работаю официально. Это уже будет не просто слова. Есть такое выражение у нас было на прокуратуре. Слова к делу не пришьешь. Когда у вас есть документ, прикладываете, подтверждаете работу, у вас никаких проблем не будет. Вот из-за чего я рекомендую носить с собой трудовые договора. По крайней мере, я не говорю прям копии, оригиналы. Конечно, они могут помяться, порваться, потеряться. Копию снимите, носите всегда с собой. Возьмите еще, может быть, справку с места работы, о том, что я такой-то, работаю там-то, там-то. Это уже будет очередное дополнение в вашу защиту. Думаю, на сегодня мы закончим. Постараемся как можно чаще в этом месяце выходить прямые эфиры. Очень много и вопросов скопилось, и уже тематики новые появляются. Будем держать всех в курсе. И прошу прощения, если кому-то не успел ответить, либо с кем-то выйти на связь. Обращайтесь по наш WhatsApp, номер телефона указан в директе. В порядке очереди всем ответят, всем подскажут и всех проконсультируют. Консультация у нас бесплатная. Обращайтесь, следите за новостями, в том числе по поводу рейдов. Жақында дағы болып тұрған общероссийский, всероссийский рейдтер бойынша дағы сіздерге хабар беріп тұрамыз. Қайсыл числоларда болады екен. Ошондой эле болгон сурооңуздар боюнча ушул WhatsApp номерге жазсаңыздар, баарыңыздарга 10-дон 7-ге чейин биздин адистер очередь менен жооп берет. Все. Вот еще у меня вопрос. Вот Ну, я чай попить, вот здесь вроде. Мгм. Вы когда отправили документы? Так, ну давайте прямо сейчас посмотрю. Мгм. Вы с какого номера последние 4 цифры, скажите, отправили? WhatsApp 9071. Все, нашел. Угу. Все, лично, да, его лучше Все, хорошо, сфотографировать? я их изучу и вам уже отвечу. завтра точно ответил. Все, договорились. Договорились. Все, спасибо. Все, всего доброго, до свидания.